Tere! Сегодня мы поговорим о таком понятии, как степень сравнения. Но не пугайтесь, не так все это сложно, ведь часто в жизни нам приходится что-то сравнивать. Ну, допустим, этот дешевый, этот еще дешевле, а этот самый дешевый. Этот дорогой, дороже, самый дорогой и так далее. Как это сделать на эстонском языке? Если вы посмотрите, то вы наверняка сами сможете определить закономерность. Каково же правило, как мы можем образовывать эту сравнительную степень? Например, молодой, моложе, самый молодой. Noor, noorem, kõige noorem. Старый, старше, самый старый. Vana, vanem, kõige vanem. От слова большой, suur, suurem, kõige suurem. От слова маленький, väike, väiksem, kõige väiksem. Следующее слово pikk, pikem, kõige pikem. Lühike, lühem, kõige lühem. Теплый, теплее, самый теплый. Soe, soojem, kõige soojem. Külm, külmem, kõige külmem. Иногда слова отличаются, ну, собственно, как и в русском языке. Послушайте, хороший, лучше, лучше всех. То есть мы не говорим хороший, хорошее, самый хороший. Hea, parem, kõige parem. Halb, halvem, kõige halvem. Kallis, kallim, kõige kallim. Odav, odavam, kõige odavam. Tark, targem, kõige targem. Rumal, rumalam, kõige rumalam. Тоже опять дальше идут такие сильно отличающиеся слова. Ну и на русском тоже. Много, больше, больше всего. Palju, rohkem, kõige rohkem. Vähe, vähem, kõige vähem. Вы наверняка сами вывели правило, что если вы хотите сказать, что что-то, ну, допустим, выше, сильнее, дороже, дешевле, то, к слову, во втором падеже омастав вы прибавляете или «м», или «ам», или «им». А если вы хотите сказать о чем-то, что это самое-самое, самое сильное, самое высокое, самое дорогое, самое дешевое, то надо добавить слово «kõige» и слово с этим «м», «ам» или «им». Ну, согласитесь с тем, что это не самая сложная тема была. Думаю, что вы все поняли, вы сможете наверняка употреблять это в речи, эту сравнительную степень. Счастливо, успехов на ниве изучения эстонского языка. Nägemist, kõike head!